Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами начинаем вебинар «Основы работы в государственной информационной системе электронное образование», модуль организации дополнительного образования. Необходимость этого вебинара возникла, поскольку у нас подключились многие учреждения дополнительного образования, в частности, это учреждения, которые подчиняются Министерству культуры, это детские музыкальные школы, детские художественные школы. Ну и потребность есть и у многих центров дополнительного образования, в том числе при школах работают тоже центры дополнительного образования, и модуль дополнительного образования есть практически у каждой школы, поскольку в лицензии, в лицензиях, полученными образовательными организациями, общеобразовательными школами, есть как раз оказание услуги по дополнительному образованию, в том числе и в дошкольных образовательных организациях. То есть на сегодняшний день у нас охват дополнительным образованием достаточно большой и охватывает, в общем-то, практически все образовательные организации. Коллеги, прошу в чате откликнуться, как меня слышно, видно. 2 плюсика от вас я жду. Надо поставить, если меня слышно и если меня видно. Если плохо видно меня, если вообще не видно или не видна презентация, в данном случае сейчас титульный лист презентации идет. Коллеги, я попрошу тогда, если будут в чате отзывы, что там не видно, не слышно, порекомендовать им следующее. Ctrl+F5 обновить браузер. Лучше использовать Google Chrome браузер. Но если кто-то использует другие, все нормально работает, то, в общем-то, то все будет нормально. Ну вот вижу, что стоят многие плюсики, презентации нет. Ну вот я уже сказал, Ctrl+F5 попробуйте обновить. Я буду в процессе работы демонстрировать рабочий стол. Такая же может быть ситуация, что не будет виден рабочий стол, там, предположим, у кого-то. Аналогичные рекомендации – это обновить, перезайти, возможно, то есть выйти из вебинара и зайти по новой в этот вебинар. Значит, вот таким образом, такой режим и такие технические моменты. Вопросы, которые касаются вебинара, лучше задавать не в чате. В чате я буду задавать какие-то вам вопросы, вы будете на них отвечать также циферками там, или плюсиками. А вопросы, касаемые вебинара, лучше задавать в верхней вкладочке. Посмотрите, сверху у вас есть вкладочка «Вопросы». Вот сейчас там ответил кто-то 2 плюсиками. Вот как раз это надо было плюсики поставить в чате. А вот эта закладочка «Вопросы», она именно вопросы по теме вебинара. По теме вебинара. Итак, коллеги, начнем. Значит, для кого-то, может быть, это только впервые начинают сталкиваться, кто-то уже работает в этой системе, а в системе должны работать все образовательные организации, оказывающие, сейчас называют образовательные услуги, да, немножко так непривычно, но тем не менее. Как в общем образовании, так в дошкольном и в дополнительном образовании. Поэтому сначала несколько слов, что же представляет из себя государственная информационная система, электронное образование, чтобы вы представляли тоже. Это 3 подсистемы, будем говорить так. Модуль Е-услуги образования. Е – это понятно, электронные услуги. Да? Электронные услуги – эта система помогает, этот модуль помогает нам принять или подать заявление в электронном виде в дошкольную образовательную организацию уже с 2015 года это все работает. В 1 класс школы тоже уже 3-й год мы как бы работаем. 3-й год и в 1 класс уже можно подать заявление в электронном виде. Также можно подать заявление в электронном виде в оздоровительные лагеря, которые у нас летом и на протяжении года. Значит, на протяжении года, ну вот Лилия спрашивает, не велась несколько лет база, можно ли удалить ее и начать сначала. Давайте сначала мы созвонимся, сейчас я в чате свой телефон напишу, вы мне позвоните, я посмотрю, что там у вас. Может быть, проще все-таки продолжить, чем создавать заново. Вот мой телефон, для остальных тоже, может быть, будет полезен.
если у кого какие-то вопросы, но лучше задавать их все-таки по электронной почте, потому что сейчас у нас идет много мероприятий, я на многих мероприятиях задействован, поэтому как бы не всегда можно меня застать на месте, а по почте в любом случае к ночи в любом случае отвечу на ваши вопросы. Поэтому лучше, значит, телефон уже для экстренной связи, если что-то надо срочно решить, а лучше задать по почте, и мы разберемся, либо по почте написать свой номер телефона, вопрос, я вам перезвоню. Итак, этот модуль у нас, это модуль тоже подсистема GISEO, и модуль e-услуг, он у нас работает. В открытой части этого модуля можно посмотреть, отследить свое заявление, которое вы подали в электронном виде. Это я покажу чуть позже. Дальше, значит, следующий модуль – это электронный дневник, электронный журнал. Это как раз модуль общеобразовательной организации, дошкольной организации, организации дополнительного образования. Это электронный журнал учителя, электронный дневник школьника. И третий модуль – это сетевая республика образования, как бы мы его назвали. Это то, что это модуль управления образования, это модуль Министерства образования, это наш модуль КРИРО, где мы как бы оказываем поддержку, всевозможную поддержку. Смотрите, значит, управление образованием, Министерство образования, многие отчеты, которые связаны с образовательной деятельностью образовательной организации, могут не запрашивать, они могут самостоятельно зайти в этот раздел или в эту подсистему, и большинство отчетов могут просмотреть, не задавая вопросов образовательной организации. То есть многие отчеты, мы некоторые из них посмотрим, поэтому вот такая ситуация. То есть, в общем-то, цель этой системы еще уменьшить нагрузку на учителя, составляя различную отчетность. В левом нижнем углу вот перечислены организации, которые принимали непосредственное участие в реализации данного проекта. Эта система у нас работает с 2013 года. Полгода она работала в пилотном режиме, и потом уже с сентября 2013 года уже некоторые организации начали уже работу полноценно в этой системе. А в промышленную эксплуатацию она была введена в 2015 году. Зауэртех, город Самара, разработчик этой системы, и, в общем-то, они продолжают ее совершенствовать, и мы продолжаем с ней работать. Да, добрый день, Людмила. ЦДТ нас поприветствовал в чате. Значит, следующий момент. Для чего все это надо? Для чего мы, вот, в общем-то, понятное дело, что это и дополнительная нагрузка на многих, и на руководителей, но отдача будет, конечно, и когда вы все приведете в порядок, все сделаете так, как надо по уму, отдача будет, это, конечно, уменьшение всякой отчетности, связанной с образовательной деятельностью, отчеты по выполнению программ, то есть формируются, если ведется электронный журнал в нормальном виде, то есть многие отчеты формируются автоматически, и не надо там ломать голову, 3 клика мыши, отчет выходит. А еще одна из целей – это все-таки та цель, которую ставит перед собой и цифровая экономика, и наша цифровая среда – это оказание услуг в электронном виде. Это создание суперсервиса, который бы помогал нам ввести ребенка от детского сада, а то и даже от ЗАГСа и до окончания вуза там, или средней профессиональной образовательной организации. И вот здесь вы видите цели внедрения и для чего это все надо. Для государства это выполнение законодательства. Потому что еще распоряжением от 2009 года, распоряжение правительства Российской Федерации, был определен перечень услуг, которые должны оказываться в электронном виде. В том числе есть услуги, которые должна оказывать система образования. Ну, для руководства образовательной организации это, конечно же, электронные журналы и многое отчетность, многие отчеты, которые получает руководство. Причем это могут быть оперативные отчеты. Директор школы, зайдя в систему,
там не будет вызывать секретаря или зауча: Марья Ивановна, сколько у нас на сегодняшний день там детей в таком-то классе, в таком-то кружке или в таком-то объединении. Зайдя в систему, буквально 5 секунд, и он может увидеть наполняемость, и фамилию любую найти и так далее. То есть вот ученикам это элемент общения может быть, как с учителем, так и между собой. Здесь есть элементы дистанционного обучения. А для родителей это фактически оперативный контроль за ребенком, и в любое время дня и ночи можно зайти, посмотреть, что, как, какие отметки получил, какое домашнее задание и так далее у данного ребенка. Итак, вот я говорил, что распоряжение правительства от 2009 года как раз вот перечисляет те виды услуг, которые сфера образования должна оказывать в электронном виде. Ну вот часто меня задают вопрос: ну а что, если мы не будем вести журнал, у нас там сложная система, как, например, в музыкальных школах, художественных школах, практически индивидуальное обучение, да, есть групповые занятия. Ну вот, не знаю, давайте, система, конечно, не совсем приспособлена под индивидуальное обучение, но тем не менее, предположим, групповые журналы вполне реально вести и вполне реально работать хотя бы с групповыми журналами, поскольку, значит, вот четвертая услуга предоставления, нет, не четвертая, вот, третья услуга предоставления информации о текущей успеваемости учащегося. Это как бы она обязательна сейчас. Успеваемость и посещаемость, здесь слово еще пропущено, это обязательно, как бы, и могут возникнуть какие-то недопонимания между руководством и родителями, предположим. Некоторые родители могут задать вопрос, почему не оказывается услуга, начнут жаловаться, и это уже как бы нарушение законодательства со всеми вытекающими выводами для руководства образовательной организации. Поэтому хотим мы или не хотим, вести надо. Я бы пошел дальше. Конечно же, когда у вас вы уже отработаете хотя бы год, там, полгода в электронном журнале, полностью отказываться от бумажного журнала, чтобы педагоги не были нагружены двойной работой, вести в электронном виде, вести в бумажном виде. Система полностью готова к тому, чтобы работать только в электронном виде. Значит, да, возникают вопросы: вот у нас интернет там слабый, у нас еще что-то, какие-то там причины, да, что мы не можем и ведем в двух вариантах. Ну, что делать, да, бывают такие ситуации, что, еще раз, значит, если видео пропадает или исчезает куда-то, то Ctrl F5 обновить или перезайти в вебинар, посмотреть. У нас все работает нормально. Наши техники мне подсказывают, что с нашей стороны все нормально, у вас могут быть проблемы с интернетом. Значит, ну, скажу, что есть приложение ProofMe, поэтому у кого там, если проблемы, может быть, тогда на гаджете на своем установить приложение или зайти в браузер через гаджет. Может быть, у вас интернет на телефоне или смартфоне немножко получше, и все будет работать. Вот, то есть вот имейте это в виду, что система облегчает всякую отчетность, и если ведется электронный журнал, он в любое время может быть распечатан, он сохраняется. Гарантия того, что журнал с ним что-то случится, это практически нулевая, то есть 99,9 в периоде гарантия того, что журнал у вас будет целым и невредимым. Поскольку на первом слайде вы видели, техническую составляющую осуществляет у нас государственное учреждение Центр информационных технологий, и, в общем-то, они сопровождают сервер министерства, он находится у нас в ЦИТе, и вся информация вот как раз в этом учреждении. Это государственное учреждение подчиняется администрации главы, достаточно серьезная. У них своя система создания копий данных, да, система копирования настроена определенным образом, там, по определенному графику. То есть журнал не пропадет. Да, может быть, в какое-то время там будет отсутствовать интернет, будет отсутствовать доступ к этому журналу, когда ведутся какие-то технические работы на
на серверах. Вот. То есть и доступ мы имеем к нему вот как раз с наших компьютеров, используя сеть интернет. Вот. Коллеги, все ли понятно? Вот по такой вводно-технической части единичку поставьте в чате, если все понятно, как мы что, чем занимаемся. Да, спасибо, пошли единички. А сейчас я переключаюсь на рабочий стол, и мы давайте посмотрим, что где у нас может быть и как мы можем это использовать. Итак, наш сайт criro.ru. Наш сайт criro.ru. Если зайти на этот сайт, справа у нас баннеры. Прокручиваем баннер практически до конца. Прокручиваем баннер практически до конца. И вот здесь будет такой маленький баннер GSEO вход в систему. Это мы заходим на специальную страницу на сайте Criro, которая посвящена вот сегодняшней нашей теме. Государственная информационная система, электронное образование. Еще раз, если кто-то не через баннер хочет зайти в нашу систему, есть еще другой путь. Это деятельность, информатизация образования. Меню «Деятельность, информатизация образования». Опять мы попадаем на нашу страницу информатизации образования, и здесь первая вкладочка в левом меню – это государственная информационная система электронное образование. Пробегусь, несколько слов скажу про нашу систему. Коллеги, сейчас у меня не виден чат, к сожалению, я демонстрирую экран, у меня не виден чат, но я буду периодически возвращаться и просматривать чат, если вдруг какие-то вопросы возникнут. Во-первых, на главной странице наш телефон, вот адрес электронной почты, куда можно написать и спросить какой-то вопрос, и адрес технической поддержки, это вот как раз адрес ЦИТа, но сюда мы пишем, если вы не заходите в систему, еще какие-то проблемы с вип-нетом, предположим, то есть не можете зайти. Вот сюда можете написать, мы не можем зайти. Все остальные вопросы, если вы зашли в систему, то уже методическая поддержка, это наш центр осуществляет, Центр информационных технологий в образовании Criro, и мы будем отвечать на эти вопросы. Дальше идут адреса для входа в систему. Ну вот 5 адресов, да. Вот это первый адрес, самый распространенный адрес, по которому мы заходим. Это учителя, дети, все заходят по вот этому адресу. И мы видим вот такую картинку. Родители должны входить через госуслуги. У кого не получается войти через госуслуги из родителей, должны обратиться к школьному администратору. Школьные администраторы помогут вам настроить. Учителя заходят через кнопочку «Войти» в систему. И вот мы здесь уже дальше выбираем. Свой муниципалитет выбираем. Если это будет какой-то район, выбираем населенный пункт и выбираем тип образовательной организации. У нас дополнительное образование детей. Ну и вот тут вышла как раз сейчас школа. Вводим свой логин и пароль, который выдает тоже школьный администратор или администратор образовательной организации, и заходим. Мы как орган управления или министерство, мы заходим вот через эту вкладочку. Вам через нее не зайти, и мы можем зайти в нее. Так, на информацию. Дальше адреса для входа. Вот 5 адресов для входа я называю боевую версию. И в письме, которым мы рассылали, я просил вас, желательно, чтобы у вас уже был вход в вашу систему. Вот по этому адресу мы заходим. gseo.ercomi.ru. Это для учителей, для детей. Возможно, этот адрес у вас на сайте образовательной организации уже есть, висит. Вы можете через него заходить. Нажав на этот адрес, мы попадаем вот на такую страничку. На такую страничку «Сетевой город образования». Выбираем здесь свой район или город, городской округ, да. Выбираем дальше населенный пункт, если это район. И дальше выбираем у нас... Итак, страница на нашем сайте Criro. Это адреса для входа. Значит, вот второй адрес – это для администраторов системы на защищенном компьютере. gseo.ercomi.ru, 83, 83 порт, защищенный порт. В каждой образовательной организации имеется компьютер,
с установленным на нем VIP-нетом и секрет-нетом. Это дополнительные средства для защиты компьютера, на котором есть доступ к персональным данным, к личной карточке ребенка, к личной карточке педагога или сотрудника. Кстати, личные карточки сотрудников должны быть уже полностью заполнены у вас. Личные карточки детей тоже должны быть заполнены, но учреждения доп. Образования их не заполняют, заполняют только школы и садики. То есть вот это все должно быть заполнено. И этот адрес вот как раз для администраторов системы защищенного компьютера. Следующий адрес тоже, это модуль Е-услуги, где подается заявление в образовательную организацию, в дошкольную, вот. Но это тоже по защищенному адресу вот этот. А вот этот вот адрес, он общедоступный. Общедоступный. Здесь можно отследить поданное заявление, подать заявление, вот если вы хотите, да, в первый класс. На следующий год с 1 апреля, по-моему, начнется. Все время было с 1 февраля у нас подача заявления, сейчас уже объявили, или с 1 марта, или с 1 апреля будет начинаться подача заявления в первый класс на следующий год. Поэтому этот модуль заработает только 1 апреля. А сейчас уже можно подавать тоже непосредственно в школу. Хотя можно сейчас, если вы еще решили идти в первый класс, можно подать заявление. Дальше заявление в профессиональную образовательную организацию можно подать. Это в этом году мы начали реализовывать эту услугу. И заявление в оздоровительный лагерь, в том числе заявление в организацию дополнительного образования. Так, все вроде бы работает. Двигаемся поэтому дальше. Ну и модуль для входа в профессиональную образовательную организацию. Дальше здесь у нас документы. Вот здесь перечислены все нормативные документы, начиная с 2013 года. Приказ, который утверждает план, типовой план работы образовательной организации на календарный год. Такой план должен быть в каждой образовательной организации свой. Это типовой, вы его скачиваете и переделываете под себя, утверждаете приказом. Приказ от 2017 года тоже пока актуальный. Там говорится о том, какие данные должны быть заполнены и так далее. Вот. И здесь мы можем увидеть постановление правительства от 5 июня 2015 года номер 241 о введении в промышленную эксплуатацию государственной системы электронного образования. К нему было 3 дополнения, 3 новых постановления. В этих постановлениях говорится о том, что в ГИС-ЭО добавляются учреждения культуры, здравоохранения и спорта. Вот. Ну, культура – это музыкальные школы, художественные школы, здравоохранение, у некоторых у них есть учреждения, при этих учреждениях есть дома-малютки, как бы детские сады. Ну, а спорт, многие учреждения спорта поменяли свой как бы профиль, у них отозвали лицензию на образовательную деятельность, и они просто центры спортивной подготовки. Поэтому практически все спортивные школы не попадают в эту систему, и только несколько учреждений, у которых осталась лицензия на образовательную деятельность, вот они как раз к этому относятся. И совместный приказ о правилах ведения государственной информационной системы. То есть там расписаны все сроки, в течение какого времени все должно выполняться у нас. Если ребенок прибыл в образовательную или выбыл из образовательной организации, то в течение 3 дней, он должен быть исключен из ГИС-ЭО или, наоборот, зачислен в ГИС-ЭО. Дальше следующая вкладочка – вебинары. И здесь тоже серия вебинаров, которые мы проводили до 2017 года. В том числе вот вебинар по модулю дополнительного образования тоже здесь есть. После 29 мая все перешло в видеозал. И все вебинары находятся в видеозале. Информационно-методические материалы, какие-то инструкции есть. И вот здесь как раз есть типовой план работы ООО по эксплуатации ведения ГИС-ЭО, как раз в Word, который вы можете скачать и под себя его переделать. Под себя. Там для всех, для школ, для садиков, для ОДО и для профов все в одном, а вы оставляете только ОДО, то, что касается вас.
Так, в том числе вот шпаргалка для учителей, можно ее скачать, и она во многом поможет. Методические материалы по ГИСАО. Вот. Все руководства пользователя системой тоже есть, и полезные ссылки. То есть здесь тоже есть некоторые инструктивные материалы какие-то, но нас будет интересовать вот эта вот ссылочка на тестовую базу. Мы с вами будем работать на тестовой базе. И вот эта ссылка она нужна. Значит, здесь вот написан пароль для входа в школу, пароль для входа в дошкольную образовательную организацию. Здесь я еще допишу, как войти в организацию дополнительного образования. Ну а сейчас покажу, как войти все-таки в организацию. Еще раз, на сайте КРИРО в разделе «Информатизация образования», «Государственная информационная система электронное образование», полезные ссылки. Здесь вот есть ссылка на тестовую базу. Тестовая база, на которой все открыто, все доступно, и VIPNet там не нужен. Поэтому есть какие-то задания вы можете делать, если уже работаете в системе, в боевой версии, вставляйте с боевой версии, а те же задания, которые требуются специальный доступ, выполняем на тестовой базе. Еще раз, здесь есть вход в школу, есть вход в ДОУ, будет еще вход в ОДО. Сегодня сделаю. Но пока. Так, итак, я нажал ссылочку и попадаю на тестовую базу. Здесь Республика Коми, Сыктывкар по умолчанию уже. Вы выбираете дополнительное образование детей, выбираете ОДО-1, пользователь будет педагог Т, простите, на английском написал. Как правило, в системе пользователь пишется на русском языке. Как правило, это фамилия ваша с заглавной буквой, первая буква имени. Возможно, если фамилия распространенная, возможно, будут буквы. Ой, цифры. Педагог, Т. И могут быть там Т1, например, или Т1, 2, 3 и так далее. Пароль у нас будет 6, 5, 4, 3, 2, 1. Педагог Т. Логин педагог Т, пароль 65431. Так, виден мой экран? Видна ли демонстрация экрана? Пятерка в чате. Видно ли мой экран сейчас? Слышно ли меня? Пятерочка в чате. Приходится постоянно контролировать, потому что, пропадает почему-то. Итак, пользователь, педагог. Это в задании будет написано. Педагог Т, пароль 6543221. И адрес тестовой базы. Адрес тестовой базы. Ctrl-V. Или с сайта КРИРО. Несколько слов о системе. По умолчанию вы заходите на доску объявлений. Если вы перешли в какое-то другое меню, то вернуться на доску, вот, значит, уже тоже кто-то зашел, вернуться на доску объявлений можно, вот нажав на этот рупор. Нажав на этот рупор, это доска объявлений. На доске объявлений вы можете разместить свои какие-то объявления. Вот, нажав кнопочку «Отправить», вы размещаете. Кому? Всем, да? Удалить когда? Давайте поменьше поставим. Удалить 4-го. Семинар идет. И сейчас все, кто зайдет в эту систему, и здесь тема, как и в почте, семинар. Можно прикрепить файл к объявлению, отправить. И мы на доске объявлений должны увидеть это объявление. Так, перейдем на это самое. Так, странно, почему-то я его не увидел. 11, 10, 4 до 4 октября.
Всем получать сообщение. Всем. Семинар. Семинар. Идет. Непонятно. Почему-то не дает опубликовать объявление. Ну да ладно. Дальше следующая кнопочка – это почта, внутренняя электронная почта. И по этой почте вы можете, нажимая кнопочку «Создать», нажимая адресную книгу, отправить всем участникам нашей образовательной организации либо за пределы. Либо в текущей организации письмо можете отправить, либо за пределы. В том числе и своим детям. И дети аналогично могут вам тоже отправить письмо. Дальше, ну еще поподробнее чуть позже остановимся. Форум. То есть можно создавать и обсуждать форум. Вот, значит, уже тут есть несколько форумов. И даже есть ответы. То есть можно будет пообсуждать сегодня в том числе. И знак вопроса – это справка. Справка, на любой вопрос вы здесь ответите. Значит, если вы находитесь, мы сейчас на странице доска объявлений, то справка по доске объявлений. Если мы перейдем на расписание, то это будет справка по расписанию. Вот, расписание и справка будет, как создать расписание. Хорошая справка, но в том числе и по самой справке мы можем тоже перемещаться. То есть интерактивная справка, и все здесь тоже как бы все понятно и видно. Так, продолжаем. Объявление. Ну вот у вас появилось объявление. Кто зашел? У меня, к сожалению, почему-то не появляется, потому что, может быть, я создатель, хотя и у создателя тоже должно объявление быть видно. Ну, у меня доска объявлений почему-то пустая. Дальше в заголовке мы видим название образовательной организации, какой у нас год идет, пока вот здесь еще 19-20, то есть эта образовательная организация не перешла еще на следующий год. Сколько человек работает в системе? Вот 7 человек уже. И я вижу, что вот первое задание, кто зашел уже, первое задание будет сейчас, надо зайти в управление сотрудники, и здесь надо будет добавить себя и дать права администратора зауча учителя, сохранить, себе создать пароль. Пароль делать тоже лучше на русском языке или цифровой, поскольку имя пользователя у вас будет ваша фамилия и имя на русском языке. И можете уже выйти из этой учетной записи и зайти под собой. Дальше текущий год мы видим, дату сегодняшнюю. Дальше личная карточка того сотрудника, который работает в системе. В данном случае это педагог, тестович. И, что интересно, здесь в боевой версии у вас будет здесь привязать к порталу госуслуг. То есть педагогам, вам как педагогам, тоже лучше работать через учетную запись госуслуг. Тем более, если вы в двух учреждениях работаете. Или у вас дети учатся в школе. То есть у вас все учетные записи, связанные с ГИСЭО, будут под одной учетной записи от ГИСЭО. И вам не надо будет вспоминать вашу учетную запись в одной организации, в другой, в детском саду для ребенка или в школе для второго ребенка. То есть у вас здесь будет привязать к порталу госуслуг, и вы можете привязать себя к порталу госуслуг. Ну и кнопочка «Выход». Мы не закрываем в браузере окно, если хотим выйти из системы. Потому что если мы окно закроем, то мы еще в системе будем оставаться на протяжении 15 минут по умолчанию. Так по умолчанию работает система. То есть, если мы никаких действий в системе не делаем, то через 15 минут нас выкидывает. Это такая настройка. Ее может изменить у вас администратор вашей системы. Об этом мы тоже немножко чуть позже поговорим. Вот, значит, возвращаюсь в меню управления, например, сотрудники. Да? И дальше мы с вами... Так, все, опять ничего нет. Коллеги, если ничего нет, у нас вроде бы все работает. Да, можно добавить, можно будет добавить из другого учреждения, но, по-моему, Андрей, по-моему, все равно учетка будет другая. Ну,
Но если ты делал, значит, возможно, что оно так. Что одна и та же учетная запись, но, по-моему, разные должны быть учетные записи, потому что образовательные организации разные. И ребенок, если выбывает, ну, это ребенок, значит, но если ты так уже делал, и оно работает, не буду возражать, потому что, честно говоря, не проверял, не знаю. Но в любом случае, если как бы одна учетная запись у вас, то можно и через ГИСЭО работать. Ага, понятно. А если одна, то можно и через ГИСЭО, а если все-таки есть дети, вы в нескольких учреждениях работаете, то лучше через портал госуслуг. Вот, двигаемся дальше. Создавать учетную запись. Итак, вот это меню. Это меню сейчас администратора, оно полное. Оно полное, тут много. Как учитель вы будете только видеть сотрудники, ученики, родители. Вот. Вот это только будете видеть. В планировании только планы занятий. В обучении вы будете видеть только коллекции ресурсов. В расписании вы только будете видеть год, месяц, неделя, день, то есть расписание. В журнале вы будете видеть только свой журнал и посещаемость, итоговые отметки. Отчеты тоже доступны педагогам, ряд отчетов. В ресурсах все будете видеть. И аттестация, педагогическое портфолио тоже будете все видеть. В принципе. Значит, давайте будем так. Не буду сейчас я пока останавливаться на действиях администратора. Давайте сейчас разберемся с действиями педагога, а потом я кратко остановлюсь еще на действиях администратора, хотя вам придется в задании, которое я вам отправлю, выполнять и административные функции. Там задания тоже есть на выполнение административных функций. Итак, задача педагога – это ведение журнала. Задача педагога – это ведение журнала. Так, ну давайте посмотрим, где у нас есть ребенки. Итак, если зайти в управление ученики, то здесь можно посмотреть, в каких объединениях есть уже ученики. Ну вот в английском языке есть ученики. Так, в английском языке есть ученики. То есть вот это вот у нас объединение. Объединение у нас создает тоже либо зауч, либо администратор системы. Вот закладочка объединения, и здесь создается объединение. Вот крестик означает, что в это объединение уже зачислены дети. Ну, давайте создадим наше объединение, значит, какое-нибудь. Для того, чтобы, но прежде чем создать объединение, мы должны создать еще программу дополнительного образования. Программа доп. Образования, ну, предположим, давайте, может быть, уже возьмем программу, которая есть. Ну, вот, например, физкультура. Физкультура. Значит, физкультура. Программа уже создана. Она одногодовая, 35 часов в год, час в неделю. Это, видать, по физкультуре и, в частности, баскетбол. Так, программа по физкультуре. Сохранить. Все это заполнили, сохраняем. Значит, из системы не выходим, выходим через кнопочку «Выход», а в системе мы двигаемся через вот стрелочки, то есть вернуться назад в объединение. Если тут что-то связано с физкультурой, объединение с физкультурой связано. Вот 1.1, физкультура. И программа тоже по физкультуре. Так, физкультура 1.1. Причем здесь эти предметы. Эти удаляем предметы тогда. Так, в объединении физкультура. В объединении физкультура 1.1 надо посмотреть, какие у него предметы. Для этого заходим в учебный план и смотрим. 1.1 физкультура. 1.1 физкультура. Так, английский язык нам не нужен в учебном плане. Удаляем его. Так, что тут еще? Развивающие игры для дошкольников. Тоже нам не надо. Удаляем в учебном плане. Ну, это действие зауча. Как бы я просто сейчас хочу подготовить. Родной язык, литература нам тоже не нужна. А вот она физкультура. Вот физкультура нам как раз тут и нужна будет. Там у нас было 1 час в неделю.
Ну, давайте поставим, чтобы не 1 час в неделю, ну, хотя бы 3 часа в неделю, предположим, будет у нас. 3 часа в неделю. Сохранить и сохраняем этот учебный план. Ну, тут он ругается, где-то превышение часов идет. Так, ну вот, наконец-то. Так, хорошо, сохранем. Проверим. Когда мы будем составлять расписание для физкультуры, у него 4 ячейки, 3 ячейки. То есть это значит 3 часа. 3 часа. Дальше. Следующий шаг, когда мы создали объединение, нам надо в него зачислить детей. Это движение учащихся, это тоже делает заучи на тех компьютерах, где есть доступ к персональным данным на защищенном компьютере. Добавить и создать номер приказа, который должен соответствовать вашей книге приказов, и дата, какого числа мы зачисляем ученика в приказ. И в какое объединение мы зачисляем 1.1 физкультура. Будем брать из выпускников и выбывших, из других, обучающихся в других ООО. Ну, сейчас выскочит у нас тестовая школа номер 3 только есть. И вот из этой школы мы сейчас несколько человек сюда в наш, ну вот 4 человека добавить в приказ, и мы 4 человека зачисляем в наше объединение физкультура 1.1. Все, приказ создан. Ну, на всякий случай еще раз сохранить, хотя он уже сохранен. Возвращаемся назад. Значит, вот он у нас появился. 1.1 физкультура, приказ номер 23. Ну, как бы дата 31 августа 2020 года, тут, честно говоря, немножко неправильно. То есть мы должны, если это год 19-20, он у нас практически уже 31 августа закончится. Ну, попробуем. То есть приказ надо было делать там вот 1 сентября 2019 года. Сейчас меня постоянно выкидывает, потому что несколько человек